Нововведения в Таджикистане, которые нужно знать всем, и как попытаются обезопасить нашу жизнь. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного и интересного. С 18 апреля текущего года государственная пошлина за смену имени и фамилии в Таджикистане увеличится со 102 самани до 204 самани. Об этом сообщили в Министерстве юстиции, отметив, что соответствующие поправки приняли депутаты Нижней палаты парламента. Источник сообщил, что госпошлина за смену установочных данных имени, фамилии и отчества раньше составляла 1,5 показателя, а сейчас увеличена до 4 показателей. Один показатель для расчетов равен 68 самани. Соответственно, при изменении установочных данных помимо госпошлиных также взимается 44 самани 20 дирхамов за регистрацию документов по их изменению, если потребуется поиск документов по архивным книгам, и 13 самани 60 дирхамов за бланк заявления о регистрации и за его заполнение, если его заполняет сотрудник отдела. Если бланк заполняет сам заявитель, то сумма пустого бланка составляет 10 самани 40 дирхамов. Между тем, как отмечает Радио Азади, результаты исследования показали, что люди, меняющие фамилию, платят больше установленной законом суммы, чтобы быстрее получить новый документ. МВД Таджикистана также подтверждает, что есть факты, когда за быструю смену установочных данных люди платили большие деньги. В частности, 19 августа 2021 года был задержан глава ЗАГС района Насири Хусрав, который за 2450 самани согласился за короткое время изменить данные местного жителя. Он был задержан при получении денег. В последние годы в Таджикистане увеличилось количество фактов смены данных. Исследование показало, что с 2014 года по первое полугодие 2021 года почти 235 тысяч граждан Таджикистана сменили данные и получили новые паспорта. Власти говорят, что часть из них – чиновники и госслужащие, которые стали менять свои фамилии на новый лад. Процесс смены имени и фамилии в Таджикистане начался в 2007 году. Тогда первым фамилию сменил президент страны Мамали Рахмон. В июне 2020 года в статью 20 закона о госрегистрации документов о статусе гражданина были внесены изменения, согласно которым при регистрации установочных данных новорожденных нельзя использовать суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» для фамилий и «ович», «овна», «эвич» и «евна» для отчества. Согласно этому закону разрешено использование и, зод, зада, он, йон, йор, ниа, фар, пур для мужчин и духт для женщин. Но это не последнее нововведение. Также вопросы поддержки со стороны швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству строительства мобильных постов спасателей на основных горных автотрассах Таджикистана были обсуждены на этой неделе в Душанбе, сообщает в своем телеграм-канале Комитет по чрезвычайным ситуациям. Эту тему обсуждали председатель КЧС, генерал-полковник Рустам Назарзада и делегация агентства во главе с заместителем помощника генерального директора, руководителем департамента стран Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна Арно Вики. Отмечается, что стороны в частности говорили о строительстве постов, их оснащении современным оборудованием, связи и средствами для проведения обучения, интерактивными и виртуальными. Также говорили о строительстве временных пунктов для размещения населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий на территории республики, и организации обучающих курсов для сотрудников КЧС. Назарзада подчеркнул, что в настоящее время большое внимание уделяется повышению профессиональной квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий, подготовки населения к ЧС, обеспечению средствами первой медицинской помощи уязвимого населения и тому подобное. Арно Вики отметил, что швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству готово прилагать все усилия для дальнейшего развития сотрудничества в будущем. Как вы думаете, наладится ли эта сфера у нас в стране, чтобы при любой чрезвычайной ситуации народ не впадал в панику, а все равно чувствовал себя в безопасности, зная, что государство защитит их в любой момент? У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи!